Так. Так, бирликши, кечки эфир. Темасы двойной стандарт дейді. Қандай биздин тергөө органдары, соттор ар кандай адамдарды ар кандай соттойт, ар кандай карайт. Мону поделиться кылып берсеңиздер, анткени деген мен эфиримди глушить этип атат, ошо глушить эткен үчүн мында атайын жап атат. Ошол эфирди эметпеш үчүн поделиться кылып койсоңор, тогда уже эмеден чыгып кетебиз. Бул баягы плюс сурагандай эле да. Плюс берип койгулачы деген. Лайкта плюс берип койгулачы. Прямой эфирде плюсуңар бул лайктар. Ошон үчүн көрөк кылып берсеңиздер абдан жакшы болот эле да. Сураныч силерден. Анан байке болгон чындыкты айтып салыңыз. Айтамыз чындыкты. Мен чындыкты айтып эле келдим. Просто мындай да, Эльмира, мен эми юристмин да. Анан кийин кээ бир иштин жагдайларын мен айта албайм, анткени төргөн купуя сырыбыз бар. Өзүнүн ушундай кеми бар да, аны көп айта алганга болбойт. Кээ мына азыр мен уже кол коюп берген жерге мен айта албайм. Кол койбогон жерге мен айта берем. Бирок баары тайна следствием бар, анткени ал тайна следствияны бирөө колдонуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен көп жерлерде айтпайм. Ошон үчүн туура көргүлө, бирок как она есть, чындыктын баарын эле айтып эле келдим. Ахмаджан Турсуганов, добрый вечер, Ак жолтой, кандайсың инем, жакшысыңбы? Гүлзат смотрит дейт. Мына азыр 13 киши эфирде дагы бир жолдон лайктан же поделицадан басып койсоңуздар, ошондо бая плюс сурагандай эле бизден жазып атканда плюс сурайбыз го, көрүнбөй калды деп. Азыр биякта деле ошондой лайк басып же поделиться кылсаңар, ошондо көбүрөөк эме болуп калат. Плюсту аябай эле коесуңар, эми биякта поделицаны эле аябай эле койгулачы суранды силерден. Азыр 16 киши болду эфирде. Анысы эфирди баштай берели. Кутман кеч, каныкей. Эми ким менен учураша албай калсам, таарынбагыла, анткени мен эмелерге көп жооп бере бербейм. Комментарий, анткени деген азыркы темада азыр могу жерде уже көрүнүп турат, жалаң эмелер кирип атат да, жанталашып кирип атат фейктер. Анткени деген, Гүлпери кандайсың? Анткени деген фейктер кирет, анткени деген азыр двойной стандарт болот. И мен бул эмени эфирди мен орусчасына жүргүзөм. Эмне себептен дегенде, биякта эки тең иш, азыр эки иш жөнүндө айтам. Ошол эки иштен орусча, анткени бир иште россиялык инвесторлар, бир иште бул иш тиякта орус тилдүү кишилердики. Алар да азыр ушул жакта көрүп олтурат, ошон үчүн мен орусча айтышым керек. Туура көрүңүздөр, жаман көрбөңүздөр. Уважаемый фейсбукчане, уважаемые друзья и друзья и недруги, а в особенности салам алейкум всем фейкам. Вот со вчерашней ночи я действительно попал в такое положение, где пришлось защищать своего клиента. Почему, защищая своего клиента, я немножко испортил отношения со своими теми, которых когда-то очень сильно любил, уважал, хорошие ребята, но вчера мои же братишки, хорошие ребята, они очень сильно меня обидели тем, что просто отнеслись ко мне как, знаете, вот,
можно сказать, отнеслись как к ребенку. Те ребята, которые меня намного младше, отнеслись как к ребенку, еще поиздевались и в конечном итоге просто взяли и посмеялись. А самый интересный момент — это когда следователь управления ГКМБ по городу Бишкек, господин, как его фамилия, я не могу вспомнить, молодой парень, сейчас не могу, знаю, что Мырза его зовут, но этот парень вообще шедевр следствия, шедевр следствия. Как бы я сам следователем работал, но я себе такого не позволял. Поэтому очень сильно меня достали, и поэтому я вчера вынужден был выступить. Теперь здесь сегодня тема прямого эфира – это тема двойных стандартов. Я сейчас буду рассказывать о 2 уголовных делах. Первое уголовное дело, по которому я со вчерашнего дня выхожу в эфир и, можно сказать, бодаюсь с сотрудниками ГКНБ, в особенности одним непонятно можно сказать, руководителем одного из подразделений центрального аппарата ГКНБ. Значит, смотрите, ситуация такая, что существует один парень. Ввиду того, что есть следствие, идет следствие, я по данному делу буду говорить уже фамилии. Да, Алматова Алхаза все считают, что он там мошенник, аферист, там все говорят, не защищайте. Дело не в этом. У Алматова Алхаза вы не можете назвать его мошенником и аферистом, пока нету решения приговора суда, что его, к примеру, осудили по мошенничеству. Теперь перехожу к самой фабуле дела. Хозяин участка и Алхаз хозяин участка с Алхазом составляет договор. Они берут участок земли. Взяв этот участок земли, они его разделили на 5-6 блоков. По 3 блокам, и основной заказчик этого проходит фирма Генезис. Фирма Генезис, она становится заказчиком данного жилгородка, можно сказать. По 3 комплексам, по комплексу ВГД никаких проблем нет. ВГЕ никаких проблем нет. Там действительно собрались субподрядчики, хорошие компании, с которыми на сегодняшний день никаких проблем не существует. Они потихонечку строят дома. Но проблемы вышли с пунктами А и Б, где подрядчиком выступил господин Дайбулов. Как началась стройка? Сегодня я посмотрел постановление возбуждения уголовного дела и его показания через возбуждение на очную ставку прочитал, но это я был удивлен. На каждое апеллируемое им обвинение у стороны защиты Алматова Алхаза существует на каждое подтверждение, где Дайбулов сам расписывается. В основу того, почему он начал писать заявление, почему он начал на Алхаза писать, проблема заключается совсем в другом. Проблема заключается в том, что Алхаз, то есть вот хозяин земли, Алхаз, они заказчики, подрядчик, строит дом. Он доводит до 6-го этажа, каркас взводит, и в некоторых местах он делает кирпичную кладку. И сам же при этом он не показывает заказчикам ни одного документа. Там госнадзор, то все, какие расходы, но при этом продает квартиры. Итого он продал больше 100 квартир на долевом участии. Но продает эти квартиры долевого участия
продав эти квартиры долевого участия, он зарабатывал, он получил где-то свыше 3,5 миллионов долларов. Эти 3,5 миллиона долларов он должен был вложить в строительство этого дома. Не знаем, куда он дел эти деньги, куда он их растратил, непонятно. Ведь он 100 с лишним квартир продал. Куда он дел деньги, непонятно. И когда он сам назначил строительную экспертизу, вот эта строительная экспертиза, которая проводила эту строительную экспертизу, она подошла, ну, после этого событий, тем более после событий Турции, она подошла к тому вопросу, что надо все рассматривать законно. И пришла к выводу, что работа некачественная. Это во-первых, некачественная. Там есть расщельны. Вот конечный результат этого заключения было то, что либо его надо усилять и укреплять, либо надо его полностью выкидывать кирпичи, ну, вообще под снос надо идти. Вот тут возникает очень интересная вещь. 3,5 миллиона долларов он уже взял, 100 с лишним квартир продал, проблем нет. Да? Продай, построй, усиль. Но куда делись деньги, он так и не ответил. Потому что эта экспертиза подтверждает, что он на этот объект всего затратил 600 тысяч долларов. Теперь, получается, когда он затратил на эти квартиры 600 тысяч долларов, остальные деньги где неизвестно, и тем более экспертиза дало решение о том, что надо его под снос, то тогда у него выхода нету. Что делать? 130 квартир, это 100 с лишним, это 100 с лишним дольщиков, которые у него купили. Копаясь в этом деле, из этих свыше 100 дел, которые мы начали копать, мы уже нашли 4 квартиры двойных продаж. 4 квартиры двойных продаж. И эти двойные продажи, и это все делает сам господин Дайбулов. И когда он это все сделал, он ищет причину, он красиво ищет причину, как выйти из этого положения, и, видать, кто-то ему советует, что он всю эту вину закидывает на заказчика. Но Алмат Валхас, увидев, что он узнает откуда-то, что вот этот дом уже надо под снос. То есть заказчик недоволен тем, что не дается никаких документов, никаких абсолютно ничего не дается, хотя они требуют, там есть бумаги, что мы отправляли. Дайте нам, покажите нам бумаги, госнадзор, то все, которое вы проходили. Потому что каждый этаж должен сдаваться госнадзору, технадзору. Он этого не показывает. Не показывая это, он решить вопрос совсем легко. Ему надо обвинить другого человека. При этом он забывает, что он расписывался во многих документах. Мы вчера следствию старались показать, мы показывали следствию, говорили: слушай, вот это посмотрите, вот здесь. А он это не берет. И тогда, теперь опять вернемся к тому моменту, когда строительная фирма Генезис увидела, что вот этот дом некачественно строить, то за невыполнение качественных работ заказчик же потом будет отвечать. И тогда Генезис подает исковое заявление о расторжении договора в связи с тем, что вот такие нарушения, все нарушения. Я разговаривал с судьей Аламединского суда, которая вынесла решение. Она говорит: вы знаете, я с судьями хорошо разговариваю. Я зашел, переговорил с судьей Аламединского суда, говорю: а смысл, почему вы так сделали? Судья говорит: вы знаете, говорит, правда на вашей стороне, но пришли от имени некоторых людей, говорит, непонятно, ну и попросили, чтобы мы отказали в удовлетворении искового производства по исковому заявлению о расторжении брака. Это договор. Ладно, бог с ним, судья расторг договор. Хорошо.
Вопросов нет. Но здесь всплывает другой момент. Оно еще не вступило в законную силу. Оно не вступило в законную силу, потому что наша сторона защиты, мы обжаловали это в апелляционном порядке. Сейчас дело назначено уже назначено уже апелляционной инстанцией. Назначено. Да, Гульджиит, ты прав, у Генезиса были доли. Но он понимает, что он сам не прав, и что сейчас его дольщики, которым он продал свыше 100 квартир, начнут его душить. Он приходит к единственному мнению, что надо это все свалить на Алхаза. Потому что при составлении договора, вот здесь Гульджиит говорит о том, что у Генезиса были свои доли. Да, они когда делают, потому что Генезис построил тоже до цокольное помещение, до цоколя довел, из-за этого он имеет свою долю. То есть он 19% доли он имеет, а 81% продаж имеет сам подрядчик. Подрядчик 81% полностью продает, 19% продает Генезис, потому что он тоже бегает. Теперь это все подрядчик говорит, он не имел права забрать эти 19%, это были мои, это все мое, я должен. Он претендует на эти 19%. Если он эти 19% заберет, эти 19% забирает, но он выгоняет дольщиков с этих 19% и продает другим лицам и на этом достраивает дом. Хитрый способ. Для этого кто мешает? Для этого мешает директор Генезиса, который требует с него, говорит, останови стройку, давай сначала укрепим. Когда тот не соглашается, он его выгоняет. Говорит, иначе я сам буду, потому что я заказчик. Завтра, если люди сюда придут, и не дай бог что-то случится, то отвечать буду я. Но оказалось, у этой фирмы, господина Тайбулова, есть очень высокопоставленные родственники, высокопоставленные в ГКМБ. Один из высокопоставленных, оказывается, он человек X, я никак не могу вычислить, кто он, высокопоставленный в ГКМБ, который отдает приказ своим структурным подразделениям о том, чтобы закрыть. Также очень интересная личность выходит с Чуйской облпрокуратуры в лице одного зама, который очень сильно старается помочь этому человеку. И самое интересное, что интересно в этом случае, ни одного подтверждающего документа подрядчик не дал во время следствия вчера. Не дал ни одного подтверждающего документа. Только есть заявление и все. Объяснительное. А мы, сторона защиты Генезиса, мы предоставили на каждый довод заявления каждую бумажечку с печатью. А также стали ходатайствовать перед следователем о проведении, что вы не можете это дело возбуждать, не можете это дело вести в уголовном судопроизводстве, вы должны сейчас прекратить до рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. Так как я ранее сказал, это дело полностью идет по всем пунктам заявления, которое написал этот подрядчик, идет в гражданском разбирательстве. Вот правильно, Гульджиит, ты очень правильно сказал. Из-за этих разборок дольщики будут страдать. Они уже жалуются на тех и других. Но дело в том, что Алхаз сразу сказал. Генезис говорит так. Я не обижаю дольщиков этого подрядчика. Вопросов нету. Вы вложили деньги,
у вас есть документ на руках, который это самое, это касса? Он отвечает, я эту вещь вам, ради бога, я на ваши квадратный метр не претендую. Но есть двойные продажи. А также в этом деле 16 домов было продано одной известной личности. А эта личность, она закинула, тоже продала. Сейчас 16 квартир неизвестно кому проданы. И эти деньги не поступили. Но он говорит, я с ними расторг договор. Но он при этом, когда он сказал на следствии, что он расторг с ними договор, он не принес ни одного договора расторгнутого. Но зато мы на каждый шаг мы показали, у тебя двойные продажи. У тебя вот это. Мы с госрегистра взяли бумагу. Мы все подняли бумагу, нотариально заверенную бумагу, где он сам расписывал, соглашался. И об этих обязательствах, на которые ссылается следствие, это обязательство было 2017 года. И это обязательство, если этот дом построится, то ты отдашь и квартирами, квадратными метрами, а я вам отдам деньгами. Такой генезис подписывает договор. Но на это следователь очень повел себя. Не буду об этом следователе плохо или хорошо говорить, но этот молодой следователь, видать, еще не попадал в сильные заварушки, но ввиду того, что он так себя похабно ведет, я так понял, что этот следователь все равно придет и будет отвечать. Придет время, скорее всего, и он будет, наверное, отвечать по закону. Потому что так похабно себя вести нельзя. Он меня до истерики довел. А потом, когда я уже начал нервничать, он быстренько видео включил и начинает меня этим таранить. Поэтому вот здесь самое основное, то, что вчера был посажен директор, хозяин Генезиса, он был посажен незаконно. Хозяин Генезиса, наоборот, хотел спасти этот дом, усилить и раздать дольщикам, которым он продали. Что касается дольщиков Генезиса, если даже мне просили передать те дольщики, которые получали от фирмы Генезис, могут со временем будут договора пересмотрены. Вам ущерб будет полностью восстановлен. Если ущерб, то будет восстановлен. В общем, этот вопрос решится. Они собираются решить, потому что когда я брался за это дело, я говорил, что в первую очередь это дольщики. Но вопрос заключается в том, как будет этот подрядчик рассчитываться со своими дольщиками, которым он продал свыше 100 домов. А это больше 3,5-4 миллионов долларов. Как он будет рассчитывать? И он сам, не понимая, влез в такую кашу, с которой теперь вылезти будет невозможно. И его заявление, которое было написано, в конечном итоге принесет нехорошие плоды не Генезису, а принесет ему. Он так этого и не понял. Он ссылается на своих друзей и считает, он хочет закинуть то, что он Алгаза закинул туда, он считает, что он решит этот вопрос. Нет. Мы в следствии спорить не будем. Ради Бога. Не будем спорить. Я поэтому вчера Алгазу сказал, откажись от меня. И он отказался от меня. Мы спорить, я вообще спорить со следствием не буду. Но я просто в следствии буду говорить все, что происходит в следствии. А потом это будет предметом рассмотрения в суде. И я вам 100% гарантию даю, что в судебном процессе вся профанация, которая составляется этим следователем, и все те данные, которые даются этим подрядчикам, они лопнут, как мыльный пузырь. А когда они лопнут, как мыльный пузырь, то вот эти 100 с лишним дольщиков, они пойдут требовать у него свои деньги. А там более 3,5-4 миллионов долларов, которые он продал.
И не надо, мне вчера следователь, один опер там вообще, который я знаю, там вот так весь на пальцах распальцон. Да я самый сильный строитель, опер мне так говорит. Я лучше всего разбираюсь. Я ему задаю вопрос, а ты знаешь, что он продал больше 100 квартир? Больше 100 квартир. И при этом заработал. Но вину скидывает на Алхаза, чтобы защитить свою раскрывающуюся попочку. Вот и все. И вчера, имея у нас на руках такие весомые аргументы, все документально подтвержденные, следователь взял под стражу его. В суде это дело развалится. Гарантия. Поверьте моему авторитету, адвокатскому 24 года, свыше 24 лет, развалится. Это 100%. Есть только суды ГКМБ, он не возьмет вот так вот и тупо, как по одному делу ГКМБ просто приговор вынесло, вот такой есть, только приговор не вынесет. Если будет реально рассмотрено в рамках закона, то это дело развалится как мыльный пузырь. Потому что у подрядчика нету ни одного заявления. Но существует одна опасность. Если сейчас госнадзор, скорее всего, потому что Урумбеков молодец, он четко берет работу, он настоящий полковник, он прям за грудки хватает, каждую это сносит. А там вот эти блок А и Б, он будет снесен. Если только не договорятся, и они не усилят, и не пройдут вот эти опять новые монтажные работы. Что и делал Алхаз, чтобы дольщикам показать, что вот это делается. Но посмотрим, кто из нас будет прав. Ну, конечно, я сейчас понимаю, сейчас следствие, из-за того, что я там со следствием поговорил, что я сегодня в ГКМБ, про ГКМБ говорил, то есть все, команда там, найдите еще. И там находятся люди, которые сами трижды судимые люди, они пишут заявление. Они пишут заявление, что когда-то то-то. Потом пишут заявление дольщики не Алхаза, а пишут заявление дольщики подрядчика. Но это все будет выясняться. Мы будем задавать вопросы. Айбек, салам алейкум. Спасибо за то, что ты передал мне привет. Вот, поэтому в этом случае будет очень интересный разбор полетов. Но следствие ГКМБ по городу Бишкек, она сама не поняла, что она натворила. Вместо того, чтобы добиться того, чтобы дом усилить, то есть рвение Алхаза, чтобы усилить дом, все сделать, вот эти расходы и ввести дольщиков, оно по желанию господина вот этого Нуриса, подрядчика, у которого, извините, там не все хорошо, взяло под стражу. И взяло под стражу почему? Потому что у него, у Алхаза, нету сильного кайната, который работает где-то в судебной системе. У него нету брата, у него нету этого, который работает в ГКМБ, в МВД или же в окружении самых первых лиц. Нету. Поэтому его взяли под стражу. Реальный ущерб по этому делу, реальный ущерб, который Алхаз даже признает, это $60 тысяч. И то место объяснения этим $60 тысячам есть. Хермегенезис готова заплатить эти $60 тысяч. Не проблема. Он говорит, давайте заплатим, говорит, но мы с него взыщем по тому, на что он хотел это пустить сам. Там есть и эта роспись. Мы это все будем представлять в суде. И тогда
не будем представлять, мы уже принципиально решаем вопрос, что мы не будем это представлять в следствии. Потому что следствие это просто вчера было кино. И это кино следствие будет продолжать, и чтобы мы молились на следствие. Нет, этого не будет. Хотите? Делайте. На каждое ваше заявление мы найдем ответ законный. На каждое ваше эпизод, который вы будете искать, у нас будут правоустанавливающие документы, что мы не нарушали закон. Поэтому зря вы сделали, вы наоборот сделали большую медвежью услугу Камчыку Дашаевичу. Потому что я все равно постараюсь добиться того, чтобы встретиться. И я покажу на бумагах Камчыку Дашаевичу, что его ввели в заблуждение, если он в курсе этого дела. Если не в курсе этого дела, то я покажу и буду просить, кто заказал это дело, что сейчас там более 100 с лишним дольщиков будут бодаться рак. Я понимаю, что Нурис будет сейчас своим дольщикам говорить. Вот он, это все алхас, 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 алхас. Но дольщики-подрядчик, я вам говорю, он сам, не понимая ваш подрядчик, который, он сам не понимая, он натворил то, что теперь уже исправить невозможно. Будет ли теперь достроен этот дом, будет большой вопрос. Найдет ли он 3-3,5 миллиона, это будет большой вопрос. Поэтому немножко, когда вы сидите в своих чатах и обсуждаете, то я думаю, вам стоило бы посмотреть на законность. Я не призываю вас ни к чему. Вы просто придите и посмотрите документы, которые есть. И вы тогда удивитесь этому. Поэтому в этой части, уважаемые, вот из-за того, что у него нету денег, вот здесь, видите, уже забежали, все, он мошенник, то все, молодец. Сколько платит Сергей? А тебе какая разница, сколько он мне платит? Что, мой карман теперь считаешь, что ли? Вот Раш Турсунов, Эльдойлёгла. А вы сначала подумайте, кто там виноват. Мы вам на бумагах покажем. А теперь переходим ко второму. То есть его взяли, потому что у него нет родственников влиятельных, то все. А теперь переходим ко второму. То есть его взяли под стражу. А теперь переходим к другому делу. По данному делу я сегодня утром писал. Я делал обращение к Камчыку Дашаевичу, я делал к Курманкулу Токтарлиевичу делал. И я сегодня делал также с Адамом Нургоджоевичем обращение. Потому что есть такое ОСО Optima Development. Optima Development. Там директором был Дияров Исембек. А учредителем данного ОСО является Берикбаев Рахат, который сейчас благополучно находится в розыске, оказывается. Я очень долго изучал эти документы. Там есть некоторые моменты, которые я еще не до конца рассмотрел всю документацию. Но то, что российские бизнесмены были кинуты тем, что есть двойные продажи, а их более 10, и ущерб составляет 148 миллионов российским инвесторам, то это подтверждается теми бумагами, которые мне принесли. Уважаемые фейсбукчане, уважаемые те, которые меня смотрят, вы еще раз запомните одну интересную вещь. Мы адвокаты, мы работаем не на слухах и домыслах, которые нам захотят писать. Мы работаем на основании тех бумаг, которые нам представляют. Согласно представленным нам документам, в которых действительно есть реальность этих документов и подлинность, то на сегодняшний день ущерб более 148 миллионов, нанесенным
нанесенный российским инвесторам, оно как бы существует. По этому делу Дияра Озенбека, я его не знаю, говорят, хороший парень, ну, может быть, его кто-то подставил, может быть, нет. Берикбаев Рахат Тамбиев, может быть, но я не знаю. Но судя по материалам дела, они оба виновны. И Дияров Озенбек находится под стражей. То есть один из учителей Oslo Development, он находится под стражей. Но возникает другой вопрос. У одного из учредителей этого Optima Development родной Кайната является, я сегодня говорил некоторым товарищам, родной Кайната или брата Кайната является судьей Бишкекского городского суда. И что когда задерживали его, Ленинское РОВД его задерживало, то следственный судья Ленинского суда, он дал максимально ему 10 дней только. И в течение 10 дней надо разобраться. В течение этих 10 дней в Ленинское РОВД поступило еще 4 заявления, где говорится еще о 10 двойных продажах. Если на воле надо был срок, ну, наверное, ты немножко ошибаешься, это другой. Это ты про другого говоришь, Optima Development. И он сейчас находится под стражей. Следственный судья дал ему всего 10 дней. 10 дней на то, чтобы... И за эти 10 дней поступило еще 4 жалобы в Ленинский РОВД. Но почему-то какой-то интерес, может, через генеральную прокуратуру, следователь Ленинского РОВД ни в какую не захотела по вот этим 4 эпизодам добавлять к нему, возбуждать по отношению к делу, и тихо поставили. Тогда представители российских инвесторов обратились по своим знакомым, скорее всего, они обратились через Генеральную прокуратуру, через прокуратуру города, ну тоже стараются сберечь свои сбережения, и они обращаются к своим знакомым. И где знакомые говорят так, что Ленинский РОВД не дает, Ленинская прокуратура в лице какого-то прокурора отдела или зампрокурора не дает, прокурора самого Ленинского района якобы не дает разрешения возбудить вот эти 4 эпизода еще, добавочные к тому, по которому он на сегодняшний день находится в СИЗО. В СИЗО в ИВС находится. И каким-то очень странным образом, после того, как следственный судья решил, прямо с городского суда каждый день начал, их адвокат подал кассационную жалобу на изменение меры пресечения под домашний арест, то прям сегодня с утра с таким боем, вчера с утра, сегодня с утра, боем, Бишкекский городской суд сам, оказывается, звонил и говорит, дело сюда направляйте, быстрее. Дело нарочно отвезли на какой-то белой Тойоте. Классно. И уже прошел слух, что в Бишкекском городском суде его отпустят. Меру пресечения ему изменят под домашний арест. А там ущерб 148 миллионов. Это только по одному эпизоду. А там еще 4 эпизода. И вызывает интересно, почему следователь Ленинского РОВД не возбуждает это дело. Еще 4. Они говорят, нет, мы не будем возбуждать. Но мы потом поняли, что следователя просто мурыжат только для того, чтобы... Следователя мурыжат и пугают, чтобы
она не возбуждала, потому что, я так понял, она через дня 2-3, наверное, пойдет на санкцию, на продление санкций. Там же на 10 дней, что Ленинский роды. И в Ленинский суд, и я так понял, что в Ленинском суде там уже вопрос решен. И тогда получается, если действительно он завтра выйдет, если он действительно выйдет, то да, конечно, я понимаю, что у нас непрецедентное право, но я буду требовать, ну, извините, я тоже буду требовать там свыше миллиона, больше, чем у Генезиса. Ну, 148 миллионов. Тогда я буду тоже требовать у судов, говорите, а если вы там со 148 миллионами отпустили, то здесь 60 тысячами долларов-то отпустите. Да, Света, я тоже думал, что... вы говорите, изменят, да? Вот я тоже слышал, что по вот этому делу сейчас изменят. И тогда получается, если у него там кайната или там дядя есть, значит получается, если есть у кого-то кайната, кто-то, ну, близко приближенный к Кумагулу Токтарлевичу, Замиру Курамаевичу, Камчыру Дашаевичу или же Садыру Нурваджевичу, то он сидеть не будет. Или же в крайнем случае там кто-то из руководителей, ну, из первых лиц прокуратуры, там, ГКНБ, МВД, судов, то он сидеть не будет. А тот человек, который не имеет таких родственных связей и друзей, то его можно сажать. А теперь спрашивается и стоит вопрос. У нас в Казахстане двойные стандарты существуют давно или нет? А теперь я вам скажу еще другую вещь. Если изменят Policy Development меру пресечения, то мои клиенты подготовили еще пакет документов, по которым будут обращаться стучаться во все органы, будут выходить на прессу, потому что если двойные стандарты, то тогда Айляджок приходится выходить на прессу, ну, на 4-ю ветвь власти, то есть прессу. И это опять будет большой скандал. И этот скандал опять лишний раз подчеркивает то, что двойные стандарты у нас в Казахстане не то, что существуют, они прям летят. Вот такие вот пироги, что по первому делу, что по второму делу. Поэтому я сегодня озвучил, потому что я говорил, что я озвучу именно. Я понимаю, что сейчас сейчас по первому делу, сейчас ГКМБ будет искать там то, все, искать каждого там то, все, пишите. Ищите, закидывайте. В следствии с вами никто спорить не будет. В суде мы докажем. А в суде мы будем ходить с прессой. И завтра или послезавтра у нас мера пресечения. На меру пресечения мы завтра тоже приведем. Не старайся, там привести там своих там кого-то, чтобы они требовали. Это кино твое, оно не пройдет. Мы завтра тоже, надо будет, приведем. Поэтому, если ты не хочешь дальнейшего усугубления таких вещей, то давай будем держаться закона. Твои адвокаты будут доказывать твою правоту. Мы, как адвокат, там и не один, там у нас несколько адвокатов, то мы будем доказывать, отрицать твою правоту и говорить о лжи. Это все будет решаться состязательностью сторон в судебном процессе, не в следствии. Это будет решаться в суде. А вот сегодня Замир Курамаевич очень хороший закон вытащил, что сегодня поправки идут, что за незаконно возбужденное дело часть компенсации морального вреда будет взыскиваться в больших размерах. Поэтому мы в этой части тоже будем. И виновные лица будут тоже наказаны, кто возбуждал уголовное дело незаконно. И имел ли он право возбуждать то дело, которому
не имеет его структура отношения. Вот и все. Гарри Маркс, я просто это не говорил, и говорил, двойные стандарты КР существовали и будут существовать. Но они стали существовать еще больше. Раньше еще как-то... Вообще, во времена Оскара Акаевича двойные стандарты существовали по тем делам, но особо крупным, то все, или было. Вот я с тех времен работаю. Во времена Промекса Ильича двойные стандарты пошли уже более сильнее. Во времена Алмаз Шаршена, Роза Исаковна, там вообще по судам вообще интереса не было. Никто не влазил и не давил на суд. А вот во времена Алмаз Шаршеныча двойные стандарты как бы уменьшились, но проблески были двойных стандартов. Были, но только по тем делам, где вмешивался Икрам, Болот, Абдиль. Вот они, когда вмешивались, там двойные стандарты были. Но самое страшное началось сейчас. Это практика. Я просто всегда думал, они же прошли эту школу двойных стандартов сами. Почему они это допустили, меня просто очень сильно коробит. Да, Садыр Нуркоджоевич Балькеша мой, не отрицаю. Амчагдышевич это мой брат, братан, не отрицаю. Но вопрос-то не в этом. Они мне близки, но я всегда привык говорить правду. Я привык говорить белое белым, черное черным. И не скрывая ни имена, ни фамилии. Но я вот своим братьям сказал бы так. Вашими именами, Садыр Нуркоджоевич, Камчагдышевич, Курбанкул Токтарлевич, особенно и еще группу одну увидел Замира Курамаевича, тоже типа Замира Курамаевича, то я вам скажу, вашими именами козыряют очень много людей для решения своих вопросов. Поэтому я думаю, что дело должно быть расследовано при состязательных судов. А дело в части, к примеру, заместителя таможни, по которой я говорил, все говорят, что вот тебя купили. То есть нет. Дело по заместителю таможни, она легло в очень хороший архив. Этот архив собирается. Просто чтобы, это мой клиент попросил, Ханатбеке, может быть не надо, я и так сижу ни за что, говорит. Может быть, все-таки, если я буду молчать, то меня, может быть, все-таки отпустят. Тем более он только женился, 3 дня пожил со своей молодой женой, и его закрыли. Это другая история. Поэтому в судебной системе идет очень много непонятных вещей. И я опять-таки прихожу к мнению, что окружение двух досов, родные, близкие, на работе, по работе, замы, это ихний бич. Либо это ихний бич, либо непонятно, может быть, как. Я специально так говорю, а то завтра у нас сразу скажешь что-нибудь такое, сразу тебя закроют. Поэтому я так говорю. Вы не обижайтесь, я так говорю. Что, если я сейчас начну говорить, а зачем я там, посадили меня, что я там какую-то пользу принесу. Так лучше я не буду круто говорить, но я буду всегда с вами на связи. Поэтому двойные стандарты есть. Вот. Завтра я буду участвовать, я буду смотреть меру пресечения по моему подзащитному, мы пойдем туда. И завтра посмотрю результаты меры пресечения. Завтра или послезавтра меры пресечения по второму факту Optima Development. А теперь потом мы сравним, где закон, есть ли двойные стандарты. Казахстаном
аман болчу. Кыргызстан өлкө сильный будет. Алга Кыргызстан.